В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшила. В студии Гугут Савардания. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске огонь памяти, частицу вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, доставили в Абхазию. Проститься с героем в последний путь проводили Дмитрия Цвижба, добровольца, погибшего при освобождении Донбасса. Оправиться от удара стихии, как почти год спустя после наводнений и оползней в Гагарском районе живет семья Жиба, чей дом буквально засыпало песком и селью. Символ памяти, бессмертия и победы, неугасающее пламя, которое вот уже много лет горит в честь героев Великой Отечественной войны. В преддверии праздника Победы в Сухум из Москвы доставили частицу вечного огня, зажженного у Кремлевской стены. В мероприятии приняли участие члены правительства, военнослужащие, представители посольства России, школьники. Перед началом патриотической акции, посвященной героям Великой Отечественной войны, ее участники почтили память сыновей и дочерей Абхазии, которые сражались за свободу и независимость Родины в 1992-1993 годах. Символ неугасающей памяти народа о героях Великой Победы, отдавших жизнь за свободу отчизны. Частицу вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, на протяжении долгих лет доставляют в десятки стран постсоветского пространства. Ведь это общая память, связь поколений, непобедимый дух ветеранов Великой Отечественной. Сегодня неугасающее пламя передали в Абхазию. Зила шабейт акарепсу хасасша. Зила хайбабайт хатырску хаважлар айхабыра ачерла ачар. Добро пожаловать в нашу страну со священным огнем памяти, дорогие наши гости из стольного града России, Москва. Доброго дня всем собравшимся сегодня на нашем с вами уже ставшем традиционном мероприятии «Передача огня памяти». Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Эти слова высечены в граните. Вечный огонь в Александровском саду зажгли в мае 1967 года. Здесь захоронен неизвестный рядовой Красной Армии, останки которого нашли в братской могиле у станции Крюково. Он и его товарищи остановили немцев на последнем рубеже, на самых подступах к Москве. Организаторы международной патриотической акции «Огонь памяти», представительство Россотрудничества, а также общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию» совместно с Музеем боевой славы имени Ардзенба при поддержке администрации президента Абхазии, Минобороны Республики и посольства России. К сожалению, спустя 80 лет после победы ростки нацизма снова прижились на Украине. И сегодня наши ребята из России, из Абхазии, плечом к плечу искореняют это зло огнем и мечом. Сегодня, как сказал уже Аполлон Несторович, мы прощаемся с одним из бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, Тима Юрьевичем Цвижба. Вечная ему память, пусть земля будет пухом. В заключение хочу пожелать всем, чтобы огонь памяти о подвиге наших предков неугасимым пламенем горел в наших сердцах. С Днем Победы! Ежегодно огонь памяти в другие страны привозят представители Народного фронта вместе с известными российскими теле- и радиоведущими, блогерами, артистами и просто волонтерами. Благодарю вас от всего сердца за прием, потому что я не первый раз в Абхазии и знаю, как умеют принимать, конечно же, абхазы своих гостей. Хочу вам сказать огромное спасибо и поклониться до земли от своей семьи и, конечно же, от Народного фронта, не только как от организации, потому что само название «Народный фронт» почему, действительно становится, таким человечным, именно народным, потому что в любой войне, как бы это страшно ни звучало, стоят люди плечом к плечу под тем самым Народным фронтом.
С наступающим Днем Великой Победы и православным праздником участников акции поздравили секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба, представители Министерства обороны, ветераны, школьники. Сегодня по всему христианскому миру разносят священный огонь из Иерусалима. И к нам в Абхазию тоже, в наш кафедральный собор тоже завтра привезут этот огонь. И вот такая же традиция сложилась благодаря вот этим молодым людям из организации «Народный фронт». Вот уже 3-й год к нам привозят из такого священного для всех людей советской страны, из Александровского сада, где горит вечный огонь, привозят сюда огонь памяти. Памяти всех, кого мы потеряли в той войне. Лампады с частицей вечного огня передали главам районов республики. Более 55 тысяч сынов и дочерей из Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 55 тысяч. Это практически 1/5 часть населения Абхазии ушла на войну. Из них 17 тысяч не вернулись. Только вдумайтесь, каждый 3-й из них не вернулся. Это для Республики Абхазия очень сильные цифры. В Великой Отечественной войне из моего родного села 127 человек воевали, из них только вернулось 40 человек. Вечная память им всем. После акции представители посольства России в Абхазии, Россотрудничества, а также делегация Народного фронта за Россию навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Вручили им памятные подарки и благодарственные письма от президента Российской Федерации Владимира Путина. Гугу Савардания, Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Последний путь проводили Дмитрия Цвижба, добровольца, погибшего при освобождении Донбасса. Проститься с героем пришли руководство страны, президент Аслан Бжания, члены правительства, высший командный состав и офицеры Министерства обороны, его однополчане и друзья. Этот день для всего народа Абхазии наполнен скорбью и печалью. В Сухумском доме учителя прощаются с погибшим в зоне СВО, достойным сыном своего народа и доблестным воином, бойцом интернациональной бригады «Пятнашка» Дмитрием Цвижба. Он погиб, выполняя боевую задачу под Донецком. Проститься с героем пришли члены правительства, военнослужащие, представители общественности, его друзья и сослуживцы. С первых дней специальной военной операции душа Дмитрия была не на месте. И вот с начала 2024 года он в строю среди своих друзей, товарищей в штурмовом подразделении Донецкой Народной Республики. Дмитрий Цвижба, позывной «Метис», погиб при штурме опорного пункта противника в населенном пункте Новобахмутовка 25 апреля 2024 года. Он отдал жизнь в борьбе с нацизмом во имя торжества справедливости. Низкий поклон родителям. Дмитрий Цвижба родился в городе Могилев в Белоруссии. С 4 лет жил в родной республике. Активно вел молодежную деятельность и любил спорт. У него осталось 2 сына, которые гордятся своим отцом. Мы живем в быстро меняющемся мире, который раздирают политические разногласия, в мире размытых ценностей. Тем важнее понять и оценить подвиг людей, готовых оказать помощь в трудное время. Неоценим вклад добровольцев в национально-освободительное движение народа Абхазии в победу в Отечественной войне 1992-1993 годов. А сегодня добровольцы из Абхазии, наши братья и товарищи, выполняют свой интернациональный долг, помогают сражающемуся народу Донбасса в его борьбе против фашистского режима. Так же, как раньше, в 1992-1993 году сюда, в Абхазию, приезжали добровольцы, вы это знаете, из разных регионов, и Кавказа, и Юга России. И он посчитал нужным в этот момент быть там, с теми, кому нужна его защита. Доброволец – это прежде всего человек с огромным сердцем.
Человек, для которого нету чужой беды, чужого горя. Он все это принимает как свое. И Дмитрий один из этих людей. Человек, который с огромным сердцем поехал защищать мирных людей. Наши соотечественники, рискуя своими жизнями, защищают интересы жителей Донбасса, помогая в этой нелегкой борьбе дружественной России. Дмитрий Цвишба является собой яркий пример патриотизма. Следуя чувству справедливости, по зову сердца он отправился помочь Донбассу в его справедливой борьбе. За проявленную смелость, мужество и героизм Дмитрий Цвишба посмертно награжден Золотым Георгиевским крестом первой степени. Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Абхазское телевидение. В результате нескольких стихий, обрушившихся на Гагарский район в прошлом году, пострадало сотни домовладений. В общей сложности на помощь пострадавшим жителям местной администрации было выделено более 67 миллионов рублей. Дом семьи Жиба засыпало селью, песком и горными породами. Как почти год спустя живет семья, в нашем следующем материале. Гостеприимные хозяева этого дома в селе Осечка встречают первых гостей. Они пока еще не совсем в него переехали, но внутри уже тепло и уютно. Обустраиваться на новом месте помогают соседи и родственники. Но еще прошлым летом поверить в то, что из несчастья, которое случилось в семье Жиба, есть выход, было сложно. В июле 2023-го после очередной стихии, которая обрушилась на Гагарский район, сильно пострадал дом семьи Жиба. Наводнения и оползни привели к тому, что комнаты засыпало песком и селью. Земля буквально ушла из-под ног. Тогда была создана комиссия по оказанию помощи пострадавшим в Гагарском районе. В ее рамках в течение 2 недель местной администрации семье Жиба было выделено 3 миллиона рублей. Кроме того, была разрушена дорога, соединяющая села Лодза и Осечка. Повреждено было также более 3 километров дороги. Это единственная дорога, по которой ездит школьный автобус. Благодаря администрации Гагарского района были проведены дорожно-восстановительные работы, в том числе около 250 метров дороги, ведущая к дому семьи Жиба, была восстановлена. В самом дворе пострадавшего домовладения, по словам специалистов, оползневые процессы могут усилиться, так как земля здесь практически разделилась на 2 части. Уезжать из села семья Жиба не стала, но и оставаться в доме больше нельзя. Совсем недавно они купили дом здесь же, в Осечка. Помогло, государство помогло, 3 миллиона дало. Спасибо. Еще братья, друзья, соседи тоже помогли. Еще 1 миллион дал, еще 1 миллион до Нового года должен. С помощью Бога посмотрим, поработаем летом, сезон, что-то где-то как-то выкручиваться надо. Мандарин, халап, аник, халап. Хозяева дома уже успели вскопать огород, посадить цветы. Здесь все, фихо растет, инжир растет, персик растет. Фихо. Напомним, что в прошлом году на Гагарский район обрушилось сразу несколько стихий. Первая произошла в селе Чагрипш. Тогда в результате обильных дождей сошли селевые потоки вместе с обломками горных пород. В результате было сильно разрушено дорожное полотно. Пострадали 2 семьи. Вторая стихия на Гагру обрушилась практически сразу, затопила 1200 домовладений. И третья стихия случилась в Гагре спустя месяц. Кроме того, в ноябре 2023 в результате сильного шторма была разрушена набережная Гагры, затопила более 50 домовладений, улицы, частный сектор, подвалы многоэтажных домов и госучреждений, насосную станцию. Общая адресная помощь пострадавшим семьям за 3 стихии составила 67 миллионов 760 тысяч рублей. Гугут Савардания, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Мая православные христиане отмечают один из главных праздников – Пасху. Светлое Христово воскресенье – самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря. Праздник праздников, который символизирует обновление и спасение мира и человека.
Божественная литургия из Сухумского кафедрального собора будет транслироваться на нашем канале в прямом эфире в 23:00. Мы поздравляем всех верующих с праздником. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго!